Детский сад «Колокольчик» открыли в Яндере 15 августа этого года. В торжественной церемонии открытия принимали участие почетные гости. Объект возведен по федеральной целевой программе «Жилище». Здесь предусмотрели все для комфорта пребывания: большой актовый зал, столовая, игровые комнаты и медпункт. Нас расширили на 250 посадочных мест. В нашем саду в рамках дополнительного дошкольного образования введены кружки английского языка, хореографические и театрального искусства. С открытием нового дошкольного учреждения у детишек из Яндери появилось место, где они смогут развлекаться и учиться познавать мир со всеми его красками. Родители малышей признаются, что давно ждали этого открытия. Теперь их дети будут развиваться, а у них самих будет время заниматься любимым делом. У меня двое детей в этом саду, мальчик и девочка. Мальчик в взрослой группе 5-летней и девочка в ясельной группе. Дети очень довольны, не жалуются, с удовольствием ходят в садик, не плачут. Каждый раз спрашивают, когда мы пойдем в следующий раз в садик. В принципе, мы довольны. Детский сад построен специально для вынужденных переселенцев из Чечни, которые пожелали остаться в Ингушетии. Это целый многоквартирный городок, для которого новое дошкольное учреждение – чрезвычайно важное приобретение. В основном тут молодые семьи живут, поэтому детский сад здесь необходим был, так же, как и школа. Поэтому вот в этом году закончили и построили ее. И, как мы видим, действительно очень красиво, удобно. Строительство самого этого микрорайона в Яндере было начато в 2011 году, и уже в 2012 в новые дома смогли заселиться первые новоселы, жители оползневой зоны разных районов республики. А следом за ними здесь свое жилье наконец-то обрели вынужденные переселенцы из Чеченской республики. Новый микрорайон, который состоит из 18 многоэтажек, возвели по федеральной целевой программе. На сегодняшний день 14 многоквартирных домов расположено в микрорайоне новый. Общее количество квартир 893. То есть 893 семьи из ветхого аварийного жилого фонда и из лиц, временно перемещенных лиц из Чеченской республики, смогли решить свои жилищные проблемы. Все многоквартирные дома в городке уже построены, но помимо жилых помещений тут предусмотрено строительство и социально значимых объектов. Детский сад уже сдан, на очереди стадион, мечеть, парковая зона, и это далеко не все. Рядом с детским садом идет начальный этап строительства еще и новая школа, рассчитанная на 540 мест. Здание будет трехэтажным. Рабочие вовсю, как мы видим, трудятся, и осталось дождаться окончания строительства. А сдать этот образовательный объект планируется в следующем году. Сейчас рабочие вовсю возводят каркас первого этажа. Для детей из микрорайона будут созданы все условия. В июне 2016 года молодежь села порадовали новым физкультурно-оздоровительным комплексом. Строительство этого объекта стало возможным благодаря финансовой поддержке компании «Транснефть». В новом ФОКе созданы все условия для занятий различными видами спорта, от дзюдо до тенниса. Теперь молодым спортсменам не придется ездить на тренировки в другие населенные пункты. На торжественной церемонии открытия присутствовал глава республики Нузбек Евкуров и другие почетные гости. Вся территория, я уже ее распределил, властям местным задача поставлена уже не в этом году, а еще 3 года назад. Почему? Потому что вот такие пятна свободные надо оставлять для населения, для того, чтобы здесь строили школы, садики. В дальнейшем, конечно, такую практику необходимо продолжать и развивать спорт в республике. Я очень счастлив находиться здесь и очень горжусь этим. Потому что будущее наших детей связано с культурой и спортом. Жители Яндери также в полной мере обеспечили медицинской помощью. Здесь по программе устойчивого развития построили фельдшерско-акушерский пункт. А условия в новом ФАПе позволяют в полной мере обслужить население села. Здесь у нас 2 педиатрических кабинета, 2 терапевтических, физиотерапевтический кабинет, лаборатория, гинекология, процедурно-прививочный и кабинет заведующей и старшей. Специалисты у нас терапевты и педиатры, и врач-лаборант. Раньше единственным медучреждением в селе была амбулатория. Условия были стесненные. Из-за нехватки помещений врачи с трудом проводили прием пациентов. Сейчас все это позади. В марте этого года жители Яндери порадовали еще и новым домом культуры. Такого культурного объекта в этом селе не было с самого его основания. И поэтому нетрудно представить, каким значимым и серьезным подарком он является для сельчан. На сегодняшний день здесь 4 кружка. Это хореография, вокал, ИЗО и ДПИ.
На официальное открытие Дома культуры прибыли министр по делам Северного Кавказа и глава республики Лев Кузнецов. Обращаясь к жителям, отметил, что культурное и духовное воспитание подрастающего поколения – вопрос важный, и ему нужно уделять особое внимание. По его мнению, именно эти составляющие дают силу нашей стране и право гордиться своей историей. Почти что 60% жителей именно живет и трудится на селе. И очень важно, чтобы для вас были созданы условия, позволяющие детям получать достойное, качественное образование. Помимо всего этого, в селе также открыли новое отделение почтовой связи. На смену ветхому зданию возвели комфортное оборудованное помещение. Обеспечить качественно новый уровень обслуживания стало возможным благодаря содействию Федерального управления почты России. Заметные изменения в школе номер 2. Здесь совсем недавно провели капитальный ремонт, обновили общеобразовательные учреждения на 80%. Школа у нас старая, 1976 года. На 320 посадочных мест, нуждалась в капитальном ремонте. И в 2015 году нам сделали капитальный сейсмический ремонт. Укрепили стены, поменяли полы, практически все обновили. Окна, двери, покрыли крышу. Темп развития родного села жители замечают и радуются преображением. Каждый новый объект – это повод гордиться своим краем, считают они. Конечно, наше село всегда было красивое, но сейчас особенное одно. Потому что куда ни посмотришь, везде все новое, все чистое. Это прямо глаз радуется, как видно, что люди трудятся. Идир Манкиева, Адам Далаков, Новости 24.